обеспечила эта новая азбука, пришли к нам из Болгарии. Братья Кирилл и Мефодий были болгарами. Потом, с течением времени, эта азбука была перенята другими славянскими народами. Вначале, как вы знаете, появилась другая азбука, которую называют глаголицей. Есть теория, что сами братья Кирилл и Мефодий непосредственного отношения к той азбуке, которую мы сегодня называем кириллицей, не имеют отношения, но они создали именно глаголицу, которая была распространена на широких европейских просторах, вплоть до Хорватии, Словении, Белоруссии, России. Все это пространство славянских народов пользовалось глаголицей, которую и создали братья Кирилл и Мефодий. Обнаружены до сих пор хранятся древние тексты, написанные на глаголице в тот период. Есть в Болгарии также теория о том, что глаголица, при создании глаголицы святые братья использовали иоланские руны. Это мнение пока не укоренилось в науке, но есть и такие мнения. Время покажет, это мнение правильное или неправильное. Сегодня, отмечая праздник славянской и болгарской письменности и культуры, мы не можем не обратить внимание и на то, что кириллицей пользуются не только славянские народы, но и множество неславянских народов. Например, монголы, казахи, народы Северного Кавказа и народ тоже кириллицу в своем повседневном литературном языке. Конечно, осетины проживают во многих странах, и в тех странах они могут пользоваться буквами тех языков, среди которых живут, но литературный осетинский язык пользуется кириллицей. Мне, как заместителю председателя общества гостинско-болгарской дружбы, очень приятно, что сегодня прозвучали стихотворения болгарских авторов и на русском, и на осетинском, и на болгарском языках. Я считаю, что вот это ознакомление, взаимное соприкосновение культур является очень позитивным и прогрессивным элементом в нашей сегодняшней действительности и в долгосрочной культурной перспективе. Благодарю вас за внимание.